Сегодня праздник освящения Латеранской базилики, которая является матерью всех храмов мира. Отец Олег правит за обращение Дмитрия. Я правлю о исполнении воли Божией в жизни Сергея и еще одного Сергея, чтобы Бог явил свою волю. Осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав печь из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При сем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию слову, которое сказал Иисус. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Сегодня празднуем годовщину освящения Латеранской базилики. Хотя резиденция Папы сегодня из Ватикана, Латеранская базилика остается собором Рима, матерью и главой всех храмов в мире. При этой базилике апостола Иоанна на Латеране была сосредоточена жизнь церкви больше 1000 лет. Сегодня мы в Евангелии слышали интересную вещь, увидели мы Иисуса, который совсем не похож на себя. Потому что мы привыкли видеть Иисуса тихого, мирного, дающего благословение, спокойно реагирующего. А сегодня он вошел в храм и сделал себе бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец, волов, деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Такого Иисуса мы не увидим до того и после того уже никогда. Это нам показывает, как сильно Господь переживал за храм. Храм – это дом Отца. Храм Иерусалимский был храмом Бога Отца.
И Иисус с первого раза, когда там появился, когда было ему 40 дней, был введен в этот храм, и потом будет часто приходить сам в этот храм, будет проповедовать, исцелять, и переживает за храм Отца, дом Отца. Когда прогнал людей, говорит: возьмите это отсюда, и дома Отца моего не делайте домом торговым. Какая судьба храма сегодня? Евреи, избранный народ, имели один храм в Иерусалиме. Синагога не есть храмом. Это школа, которую изучают святые традиции иудейского народа, Святое Письмо, культуру. Но это не есть храм. Храма сегодня людей уже не имеют. Нет храма ветхозаветного, потому что он был один и был разрушен в 70-м году. Во времена, когда Иисус жил на земле, Палестина, Израиль, израильтяне находились под оккупацией римской. Евреи были народом неспокойным, они всегда любили свободу, так как каждый человек хочет иметь свободу в своей стране. И угнетало их это, что над ними господствуют римляне. И были постоянные восстания, очень в истории известные восстания евреев против оккупантов, которыми были римляне. И в 1966 году римляне решили расправиться с теми, которые поднимали бунт в Палестине, и выслали в провинцию своей империи, в Палестину, многочисленные войска, которые вошли в Иерусалим в 70-м году и разрушили этот город мира, Иерусалим, город мира. Храм Иерусалимский был построен таким образом, что его разрушить практически было невозможно. Никто себе не представлял, что этот храм может кто-то разрушить. Даже при сегодняшних технологиях было бы нужно очень много стараний, чтобы разрушить этот храм. Он был построен с мраморных и гранитных блоков размерами 2 на 1, 2 на 2. Такие большие блоки гранитные и мраморные. Так что, если бы сегодня этот храм существовал, это было бы главное чудо архитектуры всей земли. Вошли римляне, и один из солдатов, легионеров, бросил факел в помещение, которое было под храмом. Эти все помещения нижние под храмом были выложены доской кедровой. Кедр – дерево высокоствольное. Все высохло за долгие годы. И когда огонь охватил это помещение, все загорелось. И очень высокая температура сделала эффект бомбы. Что эти блоки скальные, 2-метровые, рассыпались как маленькие камушки. Так как Иисус сказал: с того, что видят ваши глаза, не останется камень на камне. Все разрушено. В один момент вся святыня, весь храм Иерусалимский разлетелся, что не осталось даже 2 целых камней. То, что сегодня мы видим, те, которые были в Иерусалиме или по телевидению, видим сцену плача. Вот это не есть стена храма Иерусалимского, это есть стена, поддерживающая землю холма, на котором стоял храм. Но это не стена
храма. Потому что с храма ничего не осталось. На этом месте сейчас стоит храм мусульманский, мечеть. Третий по значимости у мусульман есть Мекка, Медина и Иерусалим. И они построили себе мечеть на скале, и там иудеи теперь входа не имеют. То есть нету храма и нету священства и жертвоприношения в Иудее. Потому что когда римляне разрушили Иерусалим, разогнали евреев, по всему миру разъехались, многие оказались также в Советском Союзе. Многие из вас имеют корни в избранном народе. И только в 1948 году 20 века Западная Европа вместе с Америкой приняли решение воссоздать государство Израиль в 1948 году. Потому что когда Гитлер уничтожал евреев, Запад молчал. Они очень большие герои поговорили, и то не всегда. Когда западные политики видят, что пахнет керосином, они обыкновенно, как правило, в штаны делают. И так было во время Второй мировой войны. Боялись, что Гитлер за них за шкиру не взялся, то они молчали. И было такое тихое молчание на тему убиения Холокауста евреев. И потом, когда закончилась война, им было стыдно, что ничего не сделали, чтобы защитить евреев, когда их сотнями тысяч отправляли в камеры газовые, потом сжигали на пепел. Поэтому в 1948 году после войны появляется государство Израиль. И тоже Запад дал государство, не урегулировав всех вопросов. То, что касается такой политики, можно сказать. А то, что касается духовности, глубокой в этом плане, это в 70-м году, в первом веке, евреи оказались по всему миру. И поэтому уже не можно было совершать жертвоприношения, не было храма, не было жертвоприношения и не было священства. Потому что у евреев, у иудеев, священство не передается так, как у христиан, так как Иисус установил, что епископ, имея сукцессию апостольскую, высвячивает священника. Там Леви и все потомки Леви, они принадлежали к священникам, род священства, через кровь передавалось. То есть родственная связь была продлением священства. После 70-го года невозможно теперь определить, кто был священником, кто не был. Подозревается, что те, у которых фамилия Леви, Левинский, возможно, кто-то из них мог иметь своих предков, священников ветхозаветных, но этого подтвердить невозможно, доказать. Поэтому нет храма, нет священничества, и если нет храма и священничества, нет жертвоприношения. То есть, как бы Иисус в 70-м году закрыл историю Ветхого Завета, в нем Ветхий Завет исполнился. И Иисус Христос есть из еврейского народа, его мама и апостолы евреи. Но это была небольшая группа людей. В основном избранный народ не принял Христа. И так есть по сегодняшний день. Ваши родственники, те, которые живут в Израиле, могут вам это подтвердить, что сегодня иметь статус христианина в Израиле – это очень большие неприятности.
по крайней мере, госслужащим, тот, кто имеет веру во Христа и явно признается, он госслужащим в Израиле не будет. Будет госслужащим атеист или иудей, но христианин не будет. И поэтому мира нет. Поэтому нет мира. Но кто есть мир? Иисус Христос есть наш мир. Он есть наш мир. Христос. А там в пятницу мусульмане имеют день святой, в субботу шаббат, евреи. А в воскресенье все дружно на работу. Для Христа места в Израиле нет. Общины христианские существуют так на полулегальном состоянии. Отслеживаются судьбы евреев и христиан, католиков, православных, отслеживают, чтобы не допустить до важных мест на работе. А если узнают, что действительно кто реально есть практикующим христианином, то вообще у него шанс на работу никаких нет. То есть вот это реально видно, как Иисуса не принял еще этот народ. А вопрос, принят когда-либо? По Библии написано, что должен принять. Перед концом света все-таки Израиль обратится. Уже сегодня те, которые приехали в Израиль с бывшего Советского Союза, с Украины, с России, с Белоруссии, с других, с Молдавии, с других стран Союза, вернулись в Израиль, на землю предков, они в большинстве покрещены. Они покрещены, они православные, католики, протестанты, но они покрещены, они приняли Христа. Но они там тихо сидят, потому что сразу бы их зажали. Политика Беньямина Нетаньяху, раньше Ариэля Шарона и других вождей есть противно христианству. Думают, что только если изолируют другие культурно-религиозные общины от развития Израиля, только смогут таким способом восстановить это прежнее великолепие Израиля. Но это большая ошибка. Потому что на этой земле, там, в Израиле, из-за того, что не пускают Христа, жить невозможно. Люди, которые уехали куда-то, паспорт, и потом стараются или на Запад, в Европе, или в Америку. Потому что постоянно угроза и стресс, что вот-вот может быть какая-то очень большая неприятность. То есть не приняли Христа, те, которые приняли, они получили эту благодать. Можно сказать, что христианин избранного народа, можно сказать, втройне избранный, первый, что он принадлежит к народу, который приготовил Господь для принятия воплощенного Слова. Теперь церковь — это Новый Иерусалим, который во всей полноте восторжествует на небесах. Те, которые евреи уверовали, приняли Христа, они вдвойне блаженны и счастливы, потому что корни в избранном народе, в том народе, которому принадлежал по плоти Иисус Христос и Матерь Божия, но они приняли Христа, поэтому принадлежат также и к народу избранному, который называется Церковь Святая. И те, которые имеют свои корни в избранном народе, а живут в Запорожье, в других городах, в нашей парафии, они тоже счастливы, потому что, поверьте мне, если бы ты жил в Израиле, вряд ли сегодня был бы на службе. Поверь, если бы ты был в Израиле на ПМЖ, сегодня ты бы не был на литургии. Потому что если была бы у тебя хорошая работа в больнице, в каком-то управлении,
Поэтому втройне вы блаженны, имея корни, такие как Иисус, принадлежа к Христу в церкви Его и живете здесь, имеете возможность свободно ходить и прославлять Господа, и молиться за тех братьев и сестер, которые живут в Израиле, и они подвержены спекуляциям политическим, которые не дают возможности таких, как у тебя. И еще одно. Святыни Израиля, Иерусалимской восстановить невозможно. Святыни восстановить невозможно. Потому что на этом месте стоит мечеть. Там где-то находится святые святых, то место, на котором было святые святых. И в традиции иудейской по этому месту нельзя ходить в сапогах, а никто не знает, где он конкретно находился. Ариэль Шарон, однажды еще будучи генералом, вместе с солдатами зашел на святынный холм в сапогах солдатских. И мусульмане, арабы, палестинцы и евреи были очень возмущены, потому что как там где-то находятся святые святых, это место. И он в сапогах, в берцах солдатских зашел и потоптал, еврей потоптал место святые святых. И может кто-то скажет, это случайность или нет, но Ариэль Шарон много лет лежал в коме. Много лет лежал в коме. Только недавно умер. Несколько лет лежал в коме, и говорят в Израиле, что это проклятие за то, что он потоптал место святые святых. Поэтому восстановить храм невозможно. Восстановить священство ветхозаветное невозможно. Поэтому и жертвы ветхозаветной уже не будет. Но зато есть Христос, новый священник, Нового Завета, Его таинство, Его церковь. И многие евреи приняли Христа. А придет еще такое время, что перед вторым пришествием Христа весь Израиль примет Господа. Жалко, что примет Израиль как последний народ, потому что Бог хотел, чтобы они были первым народом, который примет Христа. А такой парадокс, что они примут как последний, но примут. И об этом нужно нам молиться, чтобы это торжество пришло поскорее. Веруйте во единого Бога. Господь с вами. И со духом твоим. Преклоните голову для благословения. Бог, Господь неба и земли, который собрал вас здесь, в этой церкви Бога Отца Милосердного, да не спошлет вам свое обильное благословение. Бог, который желает соединить в своем Сыне всех детей, да соделает вас своим храмом и обителью Святого Духа. Да обретет Бог свою обитель в ваших душах, очищенных от греха, чтобы вы смогли достичь вечного счастья со всеми святыми. Да будет имя Господне благословенно. Помощь наша в имени Господа. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
служители храма не приняли Христа. Бог Отец благословил это строительство храма, потому что в нем должен был принять славу Его Сын. Начальники храма приняли решение убрать Иисуса. Храма Бога Отца уже в Иерусалиме нет. Мы находимся в храме Бога Отца и приняли Христа, а точнее Иисус захотел через наши сердца, чтобы здесь был храм Его Отца и нашего Отца. Поэтому благодарность Богу за то, что мы христиане разных народов, разных языков, и объединяет нас Творец неба и земли, Бог Отец. И пусть сегодня Бог взглянет на наши отношения и обратит весь народ Израиля, чтобы при нашей жизни произошло огромное, масштабное обращение всех израильтян. Послушаем объявление. Номер 19.